Куда сват, кудалар сваты. Күйеу жених, қалындык невеста. Күйеу бала зять. Куда? Правильно, сват. Кудалар сваты. Күйеу, ну это слово знакомое, жених или муж. Правильно. Қалындык невеста. Күйеу бала зять. То есть ребенок, жених ребенок. Ну а кто у нас жених ребенок? Конечно, зять. Следующие слова. Келен – это невестка, замужняя женщина по отношению к старшим родственникам мужа. То есть самая молодая невестка – это будет келен. Женге – это сноха, это замужняя женщина по отношению к младшим родственникам мужа. То есть если келен – это жена младшего брата, то женге – это жена старшего брата. Абы сын – это сноха, жена старшего брата по отношению к жене младшего брата. То есть абы сын – это так называют только женщины друг друга. Кайыната – тесть, отец жены. Кайын-ене – теща, мать жены. Давайте повторим. Кайын-ата – правильно, это тесть, отец жены. Кайын-ене – теща, мать жены. Хорошо. Дальше. Кайын-ата – свекор, отец мужа. Кайын-ене – свекровь, мать мужа. Обратите внимание, слова абсолютно одинаково. Кайын-ата – и тесть, и свекор. Кайын-ене – и теща, и свекровь. Повторяем. Кайын-ата – свекор, отец мужа. Кайын-ене – свекровь, мать мужа. Ата-ене – тесть и теща. Кстати, очень часто слово каин опускают. И получается просто ене – теща или свекровь. Ене мен күйеу бала – теща и зять. Ене – свекровь. Ене мен келен – свекровь и невестка. Ене мен кайыната – свекор и свекровь. Каин опускают по отношению к свекрови, ене, а ата все-таки оставляют, потому что непонятно будет, просто дедушка или свекор. Повторяем слова. Куда – сват, кудалар – сваты, күйеу – жених, қалындык – невеста, күйеу бала – зять. Қалындык – невеста. Молодцы. Күйеу бала – зять. Хорошо. Ата-ене – тесть и теща. Ене мен кайыната – свекор и свекровь. На этом, друзья, словарик закончен. Спасибо за просмотр. Всем пока.